Александр, Да. самый простой, самый важный вопрос, прежде чем переходить ко всему остальному. Кто такие караимы? Что это за народ такой? Это самый простой вопрос, он же, наверное, самый сложный, потому что можно рассказать, не знаю, за пару минут можно рассказать за пару часов, на самом деле. Вот, или на эту тему написаны монографии, научные исследования, тонны там всякой литературы разной степени научности или антинаучности. Вот. Ну, что важно, что караимы понятие, как минимум, имеющее два таких измерения. Во-первых, это у нас, если говорить применительно к Украине, это коренной народ Украины, этногенез, который происходил на территории Крымского полуострова и тех областей Украины, где, и не только Украины, а вообще Восточной Европы, где традиционно караимы проживали. Но это вот наш локальный случай. Для всего мира караимы это представители религиозной конфессии, то есть те, кто исповедует караимизм, или как еще называют нашу веру, караимский иудаизм. Так получилось, что только вот именно на территории Крымского полуострова и Восточной Европы караимы, в общем-то, стали отдельным народом. Как это произошло, тут... А откуда они попали на территорию Крыма, на территорию Восточной Европы, вообще в наши края? Историки тоже на этот вопрос не могут ответить однозначно. Очевидно, было несколько волн миграции, потому что последняя из этих волн зафиксированы историками и так далее. Есть несколько версий. Есть версия, что попали с территории Византии. Есть версия, что попали с территории Кавказа. Есть версия, что попали вообще вот с территории Вавилонской империи, чуть ли не при царе Кире, который вот завоевывал окрестные земли и дал караимам. Ну, такая самая, может быть, фантастическая, но в то же время, которая многим караимским, ну, скажем так, деятелям больше всего нравилась, потому что она аж к VI веку до нашей эры относится. Вот. Если я не путаю, вы поправьте меня. По-моему, Кир единственный не израильтянин, который в положительном контексте упоминается в Ветхом Завете. Более того, это единственный не израильтянин, который Машехом называется, то есть Мессией, который, потому что он сыграл определенную роль в восстановлении храма, он дал разрешение, да, восстановить, и вот этот царь Кореш или Кир, вот он большим уважением пользуется. Вот. И некоторые версии говорят, что в первом веке, да, ну опять-таки, если посмотреть на археологические находки, то прослеживается присутствие, ну скажем, иудейское присутствие в Крыму первый и второй века нашей эры. То есть, вот, например, на кладбище Чуфуткале, которое Иосафатова долина называется, или Балта-Тимес, караимское вот народное название, самое древнее надгробие относится к VI году первого века, ну если по нашему летоисчислению, то есть человек, очевидно, большую часть своей жизни прожил все-таки до нашей эры, если умер в VI году. Но это совершенно точно караим, или это все-таки мог быть представитель какой-нибудь другой ветви иудейской религии? Или если мы говорим о иудеях в Крыму, то мы там чаще всего или вообще всегда говорим именно о караимах? Вы знаете, наверное, некорректно говорить о том, какой именно конфессии он принадлежал, потому что тогда не было, ну, как бы народ Израиля тогда был не ну, хотя, опять-таки, конфессиональный подел, вот это конфессиональное деление уже существовало, но как такового ярко выраженного, то есть люди говорили, что они вот Бне Исраэль, да, что они народ Израиля, они там, мы там такие, мы там. То есть и так стали говорить уже после вот эпохи Анана бен Давида, вот это 8 век, то есть и тогда уже, да, более как-то, ну и то были межконфессиональные браки, были там учителя, допустим, караимы учились у раввинистов, раввинисты у караимов, это считалось нормально, все сидели в одной ешиве, все учили Тору. Вот, а их убеждения уже как бы не так сильно сказывались. А когда разошлись? Постепенно расходились. Ну, опять-таки, тут существует несколько у историков мнений. Одно из самых древних, и что самое интересное, это раввинистическая традиция, так говорит, что во II веке до нашей эры появились при царе Геркане, вот разделение пошло на караимов и, ну, вот, перушим, да, вот, фарисеев, там, раввинистов. Вот, и кто-то говорит, что при Анане бен Давиде только, да, вот кто-то, причем сами караимы, как ни парадоксально, сторонники более поздней версии, не 2 век, а 7 век. Вот, ну почему это произошло, тут много всяких догадок, но так или иначе, были люди, которые
не были согласны с тем, что к Торе прибавляются какие-то комментарии. Ну, комментарии-то ладно, но когда они становятся обязательными, и когда они ставятся на одну доску с Торой, и вот эта вот устная Тора, и она такая же Тора, как письменная Тора. Вот тут были люди, которые не согласны, они были действительно во все века. Они были во втором веке до нашей эры. Но когда они именно караимами назвались, это, ну, опять-таки, от глагола такой ликро есть в иврите, да, читать. Вот караим это читающие или провозглашающие, да, вот. И отказывающиеся воспринимать вот это самое устную Тору. Ну тут тоже, понимаете, не сказать, что караимы не признают, как часто говорят, караимы не признают устно. Но то, что такие тексты иудейской традиции есть, караимы признают. Они не признают, что устная Тора была дана вместе с письменной на горе Синай, вот что вот в том виде, в котором она сейчас есть. Ну, для этого достаточно привести такой пример. За годы вот Вавилонского плена, Вавилонского изгнания, когда иудеи вернулись, то выяснилось, что они даже не праздновали праздники, заповеданные письменной Торой. Что уж говорить о том, ну как могла устная традиция, если они письменную свиток Торы нашли в руинах храма, прочитали, ну, порвали на себе одежды, потому что они не соблюдали даже вот азы, вот эти основы основ. Вот, если, ну, как бы не соблюдали основную часть, как могли там вот то, что устную традицию, которая еще не была записана к тому же, соблюдать. Вот. Ну, тут много аргументов, может быть, это такое больше... Давайте про то, что общее. Значит, день субботний чтят и караимы, и иудеи. Конечно. Тору чтят и караимы, и иудеи. Праздники какие отмечают. И еще, мне кажется, самый важный вопрос. Отношение к храму. Где храмовая гора? Это та храмовая гора, та же самая, что и у иудеев в Иерусалиме, или это может быть та, которая у самаритян под Наблусом, или может быть это какая-нибудь третья? Где центр притяжения караимов мира? Центр притяжения это Иерусалим, и вот тот храм, руины которого остались в Иерусалиме, караимы туда, вот, например, все караимские акинасы обращены к югу, да, вот в нашей ситуации к югу, то есть в сторону Иерусалима, потому что у нас как раз Украина это вот к северу от земли Израиля. Вот. И храм может быть только один в Иерусалиме. Но опять-таки самаритяне, например, если вы сравниваете с самаритянами, они не признают более поздние книги пророков. Да? Но пророки говорят, что опять в Иерусалиме храм будет восстановлен. То есть это святое место, это место, которое Бог избрал. Поэтому караимы, поскольку признают весь Танах, ну, как Ветхий Завет его многие называют, то соответственно, признают и то, что говорят пророки, и в том числе про Иерусалимский храм. Большинство тех, кто называет себя караимами, они караимы по религии, караимы по конфессии, но не этнически, скажем так. Они этнические, они к народу Израиля себя относят. Ну и в духовном смысле к народу Израиля себя и крымские караимы, восточноевропейские относят. Только говорят, что это отдельный этнос, вот именно сложившийся в Крыму. Но, например, христиане тоже говорят, что Новый Израиль, то есть это вполне в духовном терминах. А сколько караимов на свете? Около 40 тысяч, большинство из них живет в Израиле, то есть там около 12 караимских общин, в основном это выходцы из Египта. Это вот в Каире была огромнейшая караимская община, после египетской революции 50-х годов караимы стали изгоняться оттуда и вместе с остальными иудеями и осели, в общем-то, в основном на юге Израиля, то есть это Иерусалим и южнее, да, вот это Ашкелон, это сам Ашдод, это Бат-Ям, это, ну, вот многие такие вот города, которые на юге и в центре Израиля, вот на севере как-то не сложилось там. А эти караимы, они... Я понимаю, что они по религии родственники, близки тем караимам, которые живут и продолжают жить в Крыму и в других областях, частях Украины. А генетически, по крови, это тоже родственники караимов украинских, или это все-таки какая-то другая ветвь? Вы знаете, я когда смотрел фото, есть интересное фото 50-х годов, значит, там самый президент, если не ошибаюсь, Мохаммед Нагиб и был вице-президент Гамаль Абдель-Насер, они вот буквально 2 года, 52-54 год, если не ошибаюсь, когда они оба были при власти. Вот, и они посетили Кенасу, значит, Каирскую. Что мне бросилось в глаза, там есть фото общее, как бы, прихожан, да, то есть у них черты лица тюркские, у них очень похожи на тех, которые в Крыму. При том, что там, ну как бы откуда, там мамлюки были тюрки, там еще. Но я думаю, что это объясняется тем, что были браки, межкараимские браки, скажем так, они брали жен из Крыма. Кто-то ехал в Крым с семьями, кто-то из Крыма ехал туда. То есть это был, они всегда себя считали одной общностью.
И межобщинные вот эти браки с Крымом и Стамбулом, да, и в Дамаске еще когда-то была община до 19 века, они практиковались, и поэтому действительно даже по фамилиям. Вот у нас есть даже в Харькове караимов по фамилии Стамболи, то есть выходцы из Стамбула. Вот, есть, были Яру, то есть из Иерусалима, там, или, скорее даже те, кто паломничество совершил, у них тоже могла быть фамилия Яру, сокращенная от Ярушалми. То есть тот, кто побывал в Иерусалиме, или тот, кто был вообще не Иерусалима, а потом приехал вот сюда, например. Вот, то есть это один народ был и одна этническая, ну как бы тогда же не было, ну вот этих вот этнических, да, вот, то есть идея национализма это же 19 век, по сути дела. А тогда себя больше позиционировали как единоверцы и представители одной конфессии, поэтому заключали между собой браки, переезжали с места на место и считали это одним караимским пространством. Как сейчас живет караимская община? Где сейчас центр караимской мысли? Там же, где и центр караимской религии в Иерусалиме, в Израиле, или нет такого единого центра караимской мысли? В Израиле, конечно, потому что там большинство живет караимов, и понятно, что, собственно говоря, где больше всего людей, там больше всего школ духовных, мудрецов и так далее, тех, кто сведущих в религии, даже статистически, как бы, да, чем больше община, тем больше из нее выходцев, которые вот занимаются этими вопросами. Поэтому это в Израиле, центр в Рамле сейчас караимской религии. Вот, там Кенеса есть, там большая, или как они, Бет-Кенесет говорят, то есть по-нашему синагога. Но это греческое слово, там же в Израиле никто не называет синагоги, там говорят Бет-Кенесет, то есть дом собрания. Вот главный караимский дом собрания, это вот в Рамле. Ну, опять-таки 12 кенас существует в Израиле, там больше всего. У нас мы немножко за бортом оказались после известных событий 17 года, когда фактически религия была разгромлена. 1917. Да, 1917. Вот, многие, кто-то эмигрировал, кто-то уехал. Некоторые, опять-таки, мудрецы оказались даже вот среди египетских караимов. Например, Товия Леви Бабович, Газан в Севастополе был. Его сделали лишенцем. Ну что такое лишенец? Это человек, который не отказался от религиозного сана, и он, как изгоем в обществе, да, в советском оказался. Но он сумел вот уехать туда, в Израиль в 30-е годы. Его пригласили на пост. Он возглавил это, то есть не в Израиль, а в Египет, в Каир, да. Он стал главой каирской вот этой огромной общины. То есть можно себе представить, каким авторитетом пользовались наши вот караимы там. Человек, когда закрыли советская власть Кенасу в Севастополе, его пригласили в Каир, и он там стал вот главой этой огромной каирской общины. Стал главой каирской общины человек, который вырос и был обучен вообще не в традиции в египетских караимов? Или это одна и та же традиция? Это одна и та же традиция. Он в Крыму, конечно, был обучен, но они, во-первых, говорили на одном и том же, они знали иврит, да, язык Торы, то есть, как караимы говорят, лашон кода, что есть святой язык. Вот, они те же молитвы, те же традиции. Как к нам приехали израильские караимы, они, по сути дела, то же самое читают, да, и те же молитвы, тоже все. Вот, там отличий нету практически, вот один в один. Мы сравнивали просто два молитвенника, это идентичные, вот, собственно говоря. Только мы читаем на языке том, который близок к нашим прихожанам, опять-таки тоже в силу нашего невигластва, да, потому что вот годы советской власти дали о себе знать. А там читают все-таки на лашон кодеш, на святом языке, как и у нас читали до 17 года. До 1917 года главным языком, до 1917 года, главным языком общения караимов был какой язык? Это был идиш, это был иврит, это, может быть, был украинский, русские языки? У караимов есть два языка, то есть язык лашон кодеш, язык службы, да, вот язык религиозного служения, язык религиозной литературы, высокой поэзии, такой вот высокая литература, это древнееврейский, да, лашон кодеш, вот, близок к современному ивриту. Вот, и между собой общались на языке, караимском тюркском языке, или как его иногда лашон кедар называют, дословно язык кочевников. Вот. И это был вот традиционный такой язык для общения между собой крымских караимов. Он близок к крымско-татарскому. Это очень близкие между собой языки, и опять-таки языки коренных народов Крыма. Это
крымско-татарский, крымско-караимский и крымчакский, вот, Чагатай или Джагатай, как они его называют. И эти три языка, в общем-то, относятся к тюркским языкам, и это языки, на которых, в общем-то, общалось коренное население Крыма, и они друг друга прекрасно понимали. Ну, не только караимы. К нам как-то пришел представитель вот азербайджанского землячества, он посмотрел книги, написанные на караимском языке, говорит, так я тут все понимаю, это практически тот же самый язык, на котором и мы. То есть тюркские языки между собой ближе, чем даже вот славянские языки, там, например, украинский и белорусский, там, украинский русский, украинский польский. Вот, тут как бы сложнее, а те, которые тюркские языки, они очень похожи между собой. Скажите, пожалуйста, а эти книги, о которых идет речь, это новопечатные книги или это как раз те книги, которые были напечатаны до революции 1917 года? Ну, вот конкретно та книга, которую листал представители вот наших азербайджанских братьев, это книга, которая в Тракае была издана в Литве на караимском языке латинским шрифтом, вот, ну, уже в 90-е годы, там, не так давно. Вот. Но у нас, поскольку традиция была прервана на 70 лет, то используется в основном репринтные вот издания той дореволюционной литературы, которая издавалась у нас вот в эпоху до революции 1917 года. Давайте разберемся с тем, как формировалась караимская община в Крыму и как вышло так, что тюркский язык стал для караимской общины языком родным, языком ежедневного общения. То есть, так или иначе, во II ли веке, в VII ли веке какие-то люди, которые исповедовали иудаизм, попали с Ближнего Востока в Крым. Каким образом они там оказались, в каком окружении они там оказались, и как к ним относились те люди, в чьем окружении они оказались? Ну, это, наверное, часть общих процессов, которые, ну, то, что называется эпоха Галута, да, в иудейской традиции. Галут — это изгнание, как бы, да, вот, то есть в разных направлениях шли вот изгнанники. Кстати говоря, сегодня у нас такой скорбный день, мы, в общем-то, вспоминаем о разрушенном Иерусалимском храме, который был в 686 году до нашей эры, 586, прошу прощения, до нашей эры разрушен, 6 век до нашей эры. Вот, и после этого, в общем-то, первый галут начался изгнание, вот галут Бавель, вавилонское изгнание. После того, как второй храм был разрушен, и после восстания Бар-Кохбы начались уже процессы изгнания народа Израиля из Эрец-Исраэль. Ну, какое-то время в Твери, какое-то время еще где-то в каких-то городах. Ну, Иерусалим уже перестал быть иудейским городом, там уже он стал обычным таким городом Римской империи. Вот. Народ Израиля начал отправляться в различные страны изгнания. Часть изгнания, ну, опять-таки, тут выходцы, как бы, после разрушения первого или второго храма не совсем понятно, кто первый попал в Крым. Но так или иначе, в Крыму оказались представители народа Израиля. Как получилось, что они стали там отдельной этнической общностью? Дело в том, что прозелитизм практиковался активно, еще иудейский прозелитизм, не только в Крыму, но вообще обращение в иудейскую веру активно практиковалось, то есть в древности оно очень активное было. Вот в Крыму, например, нашли эпитафии, то есть нашли как бы надписи, да, говорящие о том, что хозяин отпускает своих рабов на свободу, но с тем условием, что они обращаются в иудаизм, они будут ходить в синагогу. Если не ходят в синагогу, они, наоборот, обратно становятся рабами. И причем самое интересное, что и имя хозяина, и имя вот этих вольноотпущенников, это были греческие имена, текст на греческом языке написан. То есть там очень активный такой этнический микс, он происходил с древних времен в Крыму, и, ну, не только в Крыму. Особенность Крыма в том, что там каждая, ну, как бы, вот, допустим, пришли изгнанники из Израиля, не будем говорить в каком веке, там это может быть большое пространство для маневра, как бы, мы точно этого не знаем. Очевидно, шли процессы прозелитизма, они проповедовали свою веру другим местным племенам, которые языческие тогда были. То есть, если это первый век, то это еще и христианство не проникло, да, оно только-только формировалось вот в Эрец-Исраэль, еще не проникло туда, в Крым тем более. Оно в III веке в Крым проникает. То есть пионеры монотеизма в Крыму, да, вот это были вот, народ Израиля. То есть первые те, кто принес Библию в Крым, ну, Пятикнижие, да, вот Тору, это был народ Израиля, потому что христианства тогда не было, ислама тогда не было. Вокруг жили язычники, которые, ну, это был полный, в общем-то, беспредел, когда приносили вот греческих мореплавателей в жертву там какой-то богине-деве, которая там, Партенит, Партенос, да, вот дева, вот отсюда же. То есть там было святилище богини-девы, которые приносили
приносили в жертву язычники вот этих мореплавателей, которые имели несчастье оказаться там где-то в этих краях. Крым был опасным местом. Крым был опасным местом. При оккупации. Вот туда приходят люди, которые говорят, что наш главный принцип — возлюби ближнего как самого себя. То есть вот тут приносят в жертву мореплавателей, приходят люди с Торой: возлюби ближнего как самого себя. Это был разрыв шаблона, понятно, для древних жителей Крыма. Вот, и начали уже люди как-то задумываться многие, а вот правильно же люди говорят, в общем-то, а вот что-то уж есть в их учении такое, то, что выгодно отличается от того, что мы до сих пор знали. И поэтому шло вот обращение в библейскую, скажем так, веру, и шло приобщение вот к Торе, да, вот, к коренного населения Крыма. Так постепенно формировался вот этот этнический, как бы, караимский облик. Ну, почему тюркский язык? Потому что с 3 века там гунны жили, носители тюркского языка, и в какой-то момент тюркский язык в Крыму, ну, по крайней мере, один из хотя бы диалектов, вот один из языков тюркских, он стал то, что называется лингва франка, то есть языком, который межнационального общения, да, как сейчас английский по всему миру, то есть все на нем говорят. Вот. И он стал, поскольку он был главным таким крымским языком, то, соответственно, те, кто там жил, они стали его носителями. Вот. И, ну, вместе с тем, конечно, не забывали и лашон кодеш, вот язык Торы, но он был вот языком, да, языком, ну, как вот в католическом мире латинский язык, да, языки там национальных, как в Восточной Европе церковно-славянские языки, вот также был, ну, уникальность в том, что его народ Израиля всегда признавал как бы еще больше своим, чем вот языки, которые, как языки Галута, да. Но опять-таки в Крыму получилось так, что сформировалась именно этническая общность. Поэтому коренной, ну, это очень-то закономерное, да, явление, когда признали коренным народом Крыма. Потому что если несколько этносов смешиваются и появляются новые этносы, то это значит, что появляется он на данной территории, ну, в нашем случае в Крыму. То это значит, появился новый народ, и он является коренным, потому что процесс зарождения, этногенеза происходил вот именно на территории вот этого полуострова. Хочу вас уточнить. Ведь не просто так люди из Эрец-Израиль решили в какой-то момент взять и переселиться не куда-то поблизости, не перейти в Египет, как многие это сделали, не переселиться, как, ну, там тоже такое случалось на какие-то другие территории Римской империи, а именно Крым. Что стало, вот, собственно говоря, ключом к Крыму для караимов, для тех людей, которые потом стали крымскими караимами? Да, дело в том, что переселялись не только в Крым. Понятно, что вы правы в том, что переселялись-то и на другие территории. Просто мы, поскольку говорим про зарождение вот именно караимского народа, в других странах тоже существовали караимские общины. Но это уже история больше, может, 19 или 20 веков. В силу разных причин они... Ну, это вопрос, понимаете, это вопрос самосознания. Понятно, что приходили процесс интеграции иноплеменников вот, в общины иудейские, процесс интеграции людей, которые принимали ту или иную форму иудаизма, в нашем случае караимскую веру. Вот. Но все дело, ну как, все дело в мозгах, да, все дело в самосознании. Они нигде себя не осознали вот отдельной этнической общностью, кроме как в Крыму. Почему это произошло? В силу каких причин? Здесь есть комплекс причин. Дело в том, что в исламских странах не было антисемитского законодательства, такого, например, как в Российской империи, где там говорили: ага, вот вы там, они ведь уже не исследовали, вот, допустим, достаточно, что человек ходит там в синагогу, а какие у него предки, там, ага, вот такой-сякой, он вот не наш человек, надо его там двойным налогом облагать. Такого в исламских странах, да, иноверцы платили джизью, да, вот этот налог, но они жили себе спокойно. Вот особенность Крыма и вообще вот Османской, наверное, империи, не только Крыма, в том, что там иудеи достаточно комфортно себя чувствовали, их не громили, как в Западной Европе, да, вот эти все инквизиции, там все вот эти вот принуждения к вере и так далее, там такого не было. Ну, ислам это запрещает, принуждение к вере. Вот. Там могут налогом каким-то дополнительным обложить, но они не будут на костры тащить, потому что вы там отказываетесь признавать там другую конфессию своей, да, вот менять веру. И поэтому в Крыму не было таких вот межнациональных каких-то конфликтов долгое время. Да, вообще практически, я вот не могу вспомнить вот навскидку так, чтобы там какие-то трения. То есть там происходили очень интересные вещи. На узком пространстве, вот, например, в Бахчисарае, Чуфут-Кале, это ж вот на горе и под горой, по сути дела, все рядом. Там рядом, значит, караимский город Чуфут-Кале,
там рядом Бахчисарай, мусульманский город, и там рядом пещерный монастырь христианский, по-моему, Успенский он называется. Вот. Как происходили праздники? Например, празднуют что-то караимы, празднуют, допустим, Песах. Идут к ним поздравлять христиане и мусульмане, причем духовенство, это все так торжественно обставлено. Идут поздравлять, празднуют. Например, наступает христианский праздник, идут к христианам, их поздравляют караимское и мусульманское духовенство. У мусульман, например, там Курбан-Байрам наступает, да, идут, поздравляют их караимы, крымчаки, христиане. То есть очень толерантно было на самом деле. Хан, например, вот кто-то из путешественников говорил, что перед отправлением в поход хан еще и свечку ставил в православном монастыре. То есть там, ну вот эта толерантность была какая-то. Это вот то, что, к чему пришла Европа в 21 веке. В Крыму это было там в 17-16 веке. Вот, а у нас говорят, что темное время и так далее, и так далее. Да, были какие-то там походы, но это опять-таки это не религиозные, те же вот, когда Ясырь брали там в Украине, да, ну, мы все знаем вот эти думы там казацкие и так далее, но тут скорее не религиозная подоплека была экономическая, а там вот где мирно жили в Крыму, в самом, собственно говоря, Крыму, там таких проблем не было, там все жили мирно. Вы еще спрашивали о праздниках. Да. Караимские праздники, те, которые записаны в Торе, кроме одного, кроме праздника Пурим, он как бы не в самой Торе, он в Пурим, он в книге Эстер написано, это вот в Танах входит. Вот. А так, в принципе, те же самые праздники, что ну, вообще как бы в иудаизме. То есть Песах идет через 50 дней, Шавот, Пятидесятница, осенью Рош Гашана или Йом Теруа, да, вот, то есть праздник новолетия или праздник трубления в трубы, как он, ну вот это библейский. Мне нравится, как он в украинском переводе Библии Свято-Гучных Суров называется. Вот. То есть на любом языке Библию можно взять, там все эти праздники описаны. Вот. И Суккот, я говорил уже, и между Йом Теруа и Суккот праздник пост, Йом Кипур, день отпущения грехов. Вот. И Пурим, он идет несколько особняком, потому что это более поздний праздник, он не из Торы, он из вот, книги Эстер, когда народу Израиля грозило уничтожение. И вот благодаря царице Эстер и ее родственнику Мордехаю, вот народ Израиля избежал вот уничтожения. Но опять-таки, тогда народ Израиля, это, ну, по сути дела, единственный монотеист. Ни христианства, ни ислама не было. То есть, если бы тогда был уничтожен народ Израиля, то, собственно, не возник бы ни христианство, ни ислам. Вот, потому что, собственно говоря, это три монотеистические религии с корня одного. Это вера сынов Авраама. Поэтому вот если это осознать, что это вера сынов Авраама, мы поймем, что все конфессиональные деления не очень и очень условны на самом деле. Хочу про Крым еще вас спрашивать. Я понимаю, что мы сейчас находимся в области уже той истории, свидетелей, которая не сохранилась. Но тем не менее, может быть, есть какие-то документы, может быть, есть какие-то свидетельства того, как жили караимы со своими соседями. Что я имею в виду? Селились ли караимы отдельно от крымских татар, от других представителей других национальностей в Крыму, в отдельных селах или в каких-то отдельных кварталах, махалях жили в городах в крымских? Или все-таки как-то это было вот такой вот большой общиной, и религиозные какие-то разногласия, религиозные какие-то различия были второстепенны? Ну, по-разному было, но в основном, опять-таки, все были друг другу соседями. Да, было Чухуткале, где караимы жили отдельно, но опять-таки в какое-то время до того, как город стал исключительно караимским, ну, в силу разных причин, то там же жили и мусульмане, и есть сведения, что и христиане там жили. Вот. И там развалины мечети, например, есть на Чухуткале, то есть мусульмане там жили, это значит, что на территории одного города жили представители разных религий. Если говорить о других городах, ну, вот, например, взять Феодосия, кафе, как вот коренные народы называют, мы же не говорим Феодосия, мы говорим кафе, вот даже караимская фамилия есть Кефели, то есть выходец из Кафы. Так вот, в городе Кафе были, да, махаля, были вот эти вот национальные кварталы, но они, в принципе, во-первых, не рядом, во-вторых, это не догма, то есть могли где-то поселиться рядом соседи, допустим, мусульмане и караимы или христиане, то есть, ну, в целом были вот христианские кварталы, мусульманские, иудейские. Вот. И тем не менее все друг другу были соседями, все видели, ну, это в одном городе было, по сути дела. Вот. И мне нравится очень хорошая караимская, ну вообще как бы крымская традиция, не караимская, а вообще от коренных народов Крыма. Вот, например, наступает пятница для мусульман, день молитвы.
Вот ближе к полудню, к Джума-намазу пятничному, закрываются лавочки и караимские, и мусульманские, и христианские, потому что ну, считается, что не нужно обижать соседей тем, что вот, например, пятница или суббота, а ты там ковер трясешь где-нибудь, а соседи другие не работают, для них это святой день. Такого не было, поэтому торговля прекращалась вот к полудню в пятницу, заканчивался пятничный день мусульманский, начинался шаббат, начинался день субботний, который, вот караимы и крымчаки, святой день. Тоже опять-таки ничего не открывалось, потому что мусульманские соседи уважали соседей, вот тех, которые караимы, крымчаки. Заканчивался шаббат, начинался святой день для христиан, это воскресенье. Вот. И, по сути дела, 3 дня они были, вот, народы Крыма воздерживались от работы, потому, ну, когда жили вот по соседству, да, мусульмане, христиане и иудеи разных конфессий, вот, чтобы не травмировать морально, так сказать, своих соседей, потому что, ну, считалось это неуважение к соседям. Вот. И когда-то такой курьезный достаточно случай был, ну, вот, была пожилая караимка, которая, основная часть жизни, которая пришлась на советское время, в 90-е годы она говорила, что у караимов 3 выходных дня. Вот, пятница, суббота и воскресенье. Ну, потому что мы уважаем все религии. Но на самом деле это было не только для караимов, это для всех крымчан. Такая была традиция отмечать вот святые дни каждой из соседствующих религий, близких. И в прямом смысле соседских, да, и в духовном тоже соседских. Поэтому такая традиция была. Вот. Они еще не знали, что, ну, не имели опыта жизни в Советском Союзе, где понедельник можно было сделать санитарным днем. Тогда было 4 выходных. Скажите, пожалуйста, а как караимы оказались в Литве, как караимы оказались в Польше, как караимы оказались на Галичине? Это выходцы из Крыма, это те люди, которые, не знаю, предположу, вместе с крымскими татарами ходили в какие-то военные походы и, собственно говоря, и остались там? Или как все происходило? Тоже есть несколько мнений, но я расскажу то мнение, которое среди караимов наиболее распространено, среди караимских историков. То есть был такой князь Данила Галицкий, да, вот он пригласил караимских... Основатель города Львов. Да, он пригласил, ну, правда, не в Львов, а в Галич в основном. Вот, видно, это еще было до того, как Львов он в честь своего сына назвал, да. Вот, и караимы переселились в город Галич. Об этом повествует запись, сделанная на полях одной из книг караимской религиозной традиции. Она до 19 века, по-моему, до 30-х годов 19 века хранилась в Кенасе Галича. Но потом там случился пожар, и книга была уничтожена, но списки, ну, как бы вот эту запись ее воспроизводили, потому что историки там эпохи просвещения и более они интересовались историей караимов, и специально для них караимы выписки делали, в том числе из этой книги. И благодаря этому, даже когда оригинал погиб в пожаре, то вот эти вот записи, они сохранились о том, что караимы переселились вот в эпоху князя Данила Галицкого. Его еще первым королем Украины называют. Вот. И так караимы оказались в Галиче и в Галичине. А он их с какой целью переселял? У него были какие-то планы? Он их переселял, очевидно, ну, с целью развития экономики, торговли и... Ну, мы должны понимать, да, с целью развития экономики. Значит, что у караимов уже было какое-то реноме успешных банкиров, успешных купцов. Но не просто так он решил, позову из далекого Крыма людей, которые, наверное, даже на чуждом мне языке говорят. То есть какие-то должны были быть причины, побудившие его к такого рода поступкам. Конечно. Дело в том, что Галичина торговала с Крымом. Ведь мы сейчас говорим о глобализации, мы забываем о том, что глобализация, она и тогда была, в те века, которые мы там темными, средними и так далее, какими только не называем. А ведь международная торговля уже тогда была. И через Галич, потом через Львов проходили торговые пути в Западную Европу, дальше на восток, из Крыма там Великий Шелковый путь вел. То есть товары, которые проходили по Великому Шелковому пути, последняя остановка, которая была как раз тот город-кафе, о котором мы говорили, они же потом шли дальше в Западную Европу, опять-таки караимские купцы и торговцы, в том числе, их помогали туда доставлять. Ну, опять-таки, они не только торговлей занимались, уже в Галиче люди и садоводством занимались, и ремеслом, и теми занятиями, по сути дела, что и местное население. Поэтому здесь... Дальше Литва. Вот второй вопрос, это Литва. Пришла эпоха князя Витовта или Витаутаса, как его в Литве называют. Вот, и он уже не купцов, он уже воинов стал звать. Дело в том, что он переселял в Литву переселял крымских татар и крымских караимов.
Считается, что это были воины, которые охраняли крепость вот эту Втракая, крепость, где жил вот этот князь, замок его. Вот. Почему? Потому что улица Караимская, она ведет как раз к вот этому озеру, которое окружает вот этот остров, где этот замок Тракайский стоит. Вот. И караимы были, и крымские татары, в общем-то, были, если посмотреть, где они расселялись, то там, где грозила опасность либо от Тевтонского ордена, ну, с Польшей более теплые отношения были, ну, так или иначе, или княжеская резиденция, или приграничные земли, и, ну, это вот дает основание говорить, что это вот именно были войны. Кроме того, оружие знаменитое, вот это я даже видел в Крыму, когда мы еще туда свободно ездили, оружие в виде вот этого двурогого копья, которое на гербе караимов, в общем-то, фигурирует. Вот. У караимов герб тамга, значит, калкан и тамга сенек, то есть это щит и вот это копье двурогое. Вот. И в Евпаторийском музее прямо это копье вот там стоит. И на монете, которую отчеканили к 600-летию переселения караимов и крымских татар в Литву, караимский воин тоже вот это двурогое копье держит там. Вот. И караимы распространились не только в Тракай, но и другие города. Вот в начале 20 века была община в Поневежесе, или Поневеж, как его еще называют. В Вильнюсе была община. И ну, в некоторых других городах более мелких. И в Поневежесе Кенасу разрушили в советское время, в 70-е годы. А в Тракае и Вильнюсе до сих пор стоят караимские кенасы, и в них происходят службы. Государство вернуло, в общем-то, эту... И тоже считаются, кстати говоря, там, ну, я не знаю, может, там не коренными, ну, по-нашему, да, наверное, коренными народами, потому что там даже герб одной из вот этих вот земель литовских, там он вот это вот двурогое копье включает, то есть как бы память о караимском присутствии из древности там существует, поэтому... А харьковские караимы, они потомки крымских, они пришли каким-то вот этим кружным путем через Галич или через Литву? Откуда в Харькове и когда появились караимы? Из Крыма в основном. Ну, были представители литовских караимов, потому что если мы посмотрим списки караимской общины Харькова в 19 веке, там за 80-е годы 19 века, там начало 20 века, мы там видим некоторые фамилии вот, галицких и литовских караимов, но в основном это крымские караимы были. Дело в том, что в середине 19 века открылась эпоха таких больших возможностей, и караимы до этого еще открыли для себя такую нишу, экономическую нишу выращивания табака, продажи, изготовления табачных изделий, и вот это действительно была золотая жила. И эта золотая жила привела караимов во многие города тогдашней Российской империи. Киев, Харьков, Днепр, тогда Екатеринослав назывался, Одесса, Мелитополь, Бердянск, Николаев, вот города центра, юга, на Полтавщине были, в Полтаве, Кременчуге, в Сумах, вот были караимские общины. Даже в Славянске, вот тогда тоже к Харьковской губернии относился, тоже община небольшая была. Это выходцы из Крыма, фамилии известны. Это был такой купец Авраам Капон, он сначала был, ну вот этот Крапивницкий современный город, да, вот оттуда, Елисаветград, вот оттуда он переехал в Харьков, основал здесь табачную компанию. Приехали к середине 19 века, еще началась Крымская война, то есть она дала толчок новому потоку, скажем, беженцев, мигрантов и так далее. Они тоже осели в Харькове. Вот, и постепенно образовалась здесь вот такая караимская община. Вот, ну, число никогда не было большим. То есть в самые лучшие годы это 500 человек, но в основном это 250-300 человек. Вот если посмотреть на списки. Все известны по фамилиям, кто жил, потомки их до сих пор, многих из этих семей в нашей общине есть. У нас есть, например, потомки братьев Кальфа, которые строили это здание, в котором мы находимся сейчас. Вот, у нас есть потомки Михаила Аваха, театрального режиссера, который вот, с Василия в Малыневце, да, либретто вместе с Юхвидом написал. И, собственно, потом он стал таким супер хитом советских экранов, а до этого он на подмостках вот, театра мускомедии, вот Михаил Авах, харьковский караим. Из знаменитых харьковских караимов можно Данила Самойловича Черкеса назвать. Пригласила его Харьковская городская управа для того, чтобы он создал в Харькове канализацию. Он это создал 19 столетие. Начало 20-го. Он
сначала в Крыму создал канализационные системы в некоторых городах, в Евпатории он еще электростанцию первую там в городе, вот, а в Харькове он создал систему, значит, канализационную для города и построил несколько мостов железобетонных. Он преподавал в технологическом институте, а потом Политехнический институт в советское время стал называться. По его учебникам учились многие поколения студентов, там его хорошо помнят, портрет, по-моему, даже висит его, или в Академии городского хозяйства даже. Вот, ну, память о нем сохраняют и сохраняют, в общем-то, о том, что такое караим. И в Харьковском национальном университете первая женщина-химик в Центральной и Восточной Украине, ее звали Эстер Скиевна Крым, она караимка по происхождению. Ее брат Виктор Скиевич Крым тоже был, ну, преподавал химию вот в Харьковском нынешнем национальном университете. А тогда он назывался Харьковский государственный университет имени Горького. Вот. Еще можно назвать из таких знаковых харьковских караимов всем памятен фонтан «Каскад», который до 19 века был в саду Шевченко. То есть до 2019 года, я уже там путаюсь. Вот, в 19 веке там не было никакого фонтана, там просто деревянная лестница была. А уже вот в 50-е годы, в послевоенное время, там ландшафтный архитектор, украинка Анна Степановна Маяк и инженер Федор Исаакович Савускан, караим по национальности. Вот они создали проект вот этого фонтана, где по ступеням текла вода. Очень красивый был фонтан. Жаль, что он не сохранился до нашего времени. Вот буквально каких-то 2 года назад он еще был вот на месте. Ну, сейчас его перестроили значительно. Как харьковские караимы пережили оккупацию нацистскую? И вообще, как украинские караимы пережили эту оккупацию? Вы знаете, по-разному, потому что немцы, официальная политика не причисляла караимов к тому категории населения, которое необходимо было уничтожать. Караимы были признаны, ну опять-таки, наверное, еще до того, как это стало мейнстримом, да, коренным народом Крыма, и их не трогали немцы. Дело в том, что они очень так дотошно проводили исследования, там мерили, ну, знаменитое вот это вот черепа мерили и так далее. Ну да, кровь брали, черепа мерили, всем этим они занимались. Пришли к выводу, что караимы такие не евреи, не относятся к евреям. Вот, и поэтому было распоряжение не трогать караимов, но были перегибы на местах. Что такое перегибы на местах? Это когда вламываются какие-нибудь там полутрезвые или там еще какие-нибудь мало разбирающиеся в ситуации немецкие солдаты, говорят: «Юден, давайте пошли», ну, собственно, и все. Вот. И на многих доносили соседи, к сожалению, такое было. У нас был такой случай, один пожилой мужчина, его уже нет в живых, он рассказывал, что его мама, хорошо, что она знала, дело в том, что до войны изучали немецкий язык, как сейчас английский в школах, а тогда вот главное был немецкий. Мама хорошо в школе училась, и когда к ней вот вломились немецкий патруль, и стали говорить, что вы юден, давайте пошли с нами, она им показала документы, она рассказала, кто они. Вот. И тогда офицер ее отвел, взял под козырек и говорит: вы знаете, будьте осторожнее с соседями, на вас донесли соседи. Какой был их резон? Имущество, которое оставалось после евреев, соседи грабили. Вот. И, к сожалению, такая не очень приятная страница истории в Харькове тоже была. Поэтому списки тех, кто похоронен в Дробицком Яру, такого расстреляли в Дробицком Яру, там тоже мы видим множество караимских фамилий. Это либо смешанные семьи, либо те, кто попал вот так вот под горячую руку. Но политики целенамеренного, целеспрямованного уничтожения караимов, в общем-то, нацисты не использовали такой, у них не было такой политики, они к караимам несколько иначе относились. Более того, в Евпатории и в Симферополе были закрытые при советской власти караимские кенасы. Вот, например, наш последний харьковский газан, который в 29 году, эту кенасу, где мы сейчас находимся, ее закрыли при советской власти, он вернулся в свой родной город Симферополь и во время немецкой оккупации был там газаном, за что его уже при советской власти вот, арестовали, и он умер в тюрьме в 1945 году. Вот, действовала община в Евпатории, да, вот открыли они кенасу, значит, при немцах, и она продержалась дольше всего в Украине, она продержалась до 56 или 59, точно не помню, ну, до второй половины 50-х годов. Ее закрыли только вот когда хрущевская вот эта кампания по борьбе с религией, очередной виток вот советских таких кампаний по борьбе с религией, тогда многие церкви разных конфессий закрыли, в том числе и караимскую кенасу. Единственная караимская кенаса, которая не закрывалась все советское время, это была кенаса в Тракае.
Но там, В Литве. да, в Литве, это вот пригород Вильнюса, по-моему, или 30 километров от Вильнюса, или вот такой городок Тракай среди озер очень живописных расположен. И там единственная киноса, которую в советское время не закрывали. И караимы этим активно пользовались, там была целая программа, ну, по предотвращению ассимиляции, то есть они там с 60-х годов собирали караимскую молодежь, знакомили их, ну интернета не было, соцсетей не было, вот знакомили караимскую молодежь с целью создания караимских семей. И даже многие вот люди, которые сейчас уже бабушки и дедушки, они познакомились тогда вот и благодаря тому, что в Тракае был такой вот единственный в советское время не закрытый такой общинный центр караимский. Давайте мы поясним. Вы несколько раз произнесли эти слова. Нужно пояснить для тех людей, которые... Да и вообще, наверное, для всех. Что такое кинаса, кто такой газан и вообще откуда взялись термины, которыми мы сейчас описываем те или иные аспекты религиозной жизни караимов. Почему вот мы говорим кинаса, хотя вроде бы это синагога. Почему мы говорим газан, хотя вроде бы это раввин. Как так вышло? Я так немножко затронул эту тему уже, потому что в самом Израиле, может, тоже как бы люди не говорят синагога, это греческое слово, означает дом собрания. Вот на лашон кодеш это бет кнесет, ну а кенеса, соответственно, производная от этого слова. То есть даже парламент Израиля, он кнесет называется, собрание. То есть отсюда же... То есть мы фактически в Кнессете сейчас мы сейчас в Кнессете сидим, с чем я могу вас поздравить, да. Вот. А газан, тут интереснее, так сказать, происхождение этого слова. Это слово из Талмуда, как ни парадоксально, да, вот это то, о чем мы говорили, караимы не признают, да, караимы не признают, как бы, что это имеет божественное происхождение, но то, что такая литература есть, это даже вполне. Кто такой газан? В синагоге, по-моему, Александрии или какого-то города вот в том регионе, значит, была такая должность, поскольку синагога была очень большая, там было многолюдно, и вот такой аппаратуры звукозаписывающей и звуковыселяющей не было. Вот. И был такой специально обученный человек, который махал флагом, когда нужно было амен говорить, да, в конце молитвы. И вот его звали Газан. Вот. И с тех пор так называют, опять-таки это слово пережило трансформацию своих смыслов. А да, его звали Газан, это слово... Должность Газан. А слово, само происхождение какое? Это иврит или... Иврит, да, иврит. Вот. И вот человек, который тогда вот махал флагом этой синагоги, потом стали так называть тех, кто ведет службу, соответственно. Вот. Раввин и газан это не синонимы. Почему? Потому что раввин это учитель, да, это учитель религиозной традиции, по сути дела. Вот каждый мальчик, который заканчивал вот рядом с кинасой, и у нас тоже не исключение, был бет-мидраш, то есть школа религиозная, где обучали религиозной традиции, языку, Торы. И вот каждый мальчик, который заканчивал этот мидраш, он как выпускной аттестат получал звание рав, то есть раби или эрбина, как вот на караимском тюркском языке, то есть учитель религиозной традиции. И вот уже среди этих мальчиков уже выбирали газана, выбирали шамаша, выбирали габая, то есть вот людей, которые возглавляют общину. То есть газан это тот, кто ведет службу, габай это староста, вот тот, который финансовую часть ведет и хозяйственную. Шамаш помогает вот и тому и другому. То есть это была такая демократия? То Конечно. Есть выбирали сами прихожане? Выбирали сами прихожане. Более того, до того, как пришла Российская империя, по сути дела, это не было даже название должности. Это было название, вот люди пришли, все знают язык, многие знают традицию. Вот, допустим, сегодня ведешь ты, завтра ведет вот он, послезавтра. И вот, то есть это даже как бы должность не было. Это просто человек, который ведет молитву. А уже когда пришла Российская империя с тягой к унификации, к титулам и чинам и так далее, уже это стало вот глава общины так стал называться, который утверждали его или полицмейстер, или губернатор, точно не помню, в Российской империи. Вот, а до этого все было проще, и мы к этому опять стремимся, что это не такая уж супер должность какая-то, просто человек, который знающий традицию, который ведет молитву. Вот и все, это как бы изначально. Вот сейчас Российская империя опять пришла в виде оккупационных сил Российской Федерации в Крыму. Разорваны связи между караимами крымскими и караимами, живущими на свободной, неоккупированной территории? Никакая империя этого не дождется. На самом деле мы как единственное, что мы, конечно, не можем общаться вживую, да, вот приехать туда, встретиться вместе, пойти в кинасу, помолиться и так далее. К сожалению, этого сейчас нет, этой возможности. Вот. Но есть средства связи, есть средства интернет, телефон, приложения и так далее, благодаря которым мы, в общем-то, поддерживаем общение.
как и с караимами во всем мире. Насколько важно поддерживать это общение для сохранения религиозной мысли, для сохранения культурной мысли? Или эти мысли могут развиваться параллельно, ну, в ожидании того момента, когда произойдет деоккупация? Вряд ли они могут развиваться параллельно. Во-первых, средства связи есть. Во-вторых, даже в ту эпоху, которую мы называем там темными веками, все равно мудрецы общались с помощью, ну, вообще все люди, да, которые имели, допустим, желание пообщаться с человеком, проживающим в другой части страны или даже за ее пределами. Ну, почта известна со времен там, Римской империи или, не знаю, Вавилонской империи. Там, то есть писали письма, отправляли письмо, общались между собой, дискутировали, приезжали в Иерусалим, например, на паломничество, встречались, общались вживую. То есть это все происходило, происходит и будет происходить, только теперь еще и средства технические есть, которые это все гораздо более легким делают. Вот, поэтому караимская мысль, она вряд ли будет развиваться, ну, она и в средние века отдельно не развивалась, потому что общались между собой люди из всех этих общин, и путешествовали и писали письма друг другу. Вот, поэтому это все один караимский мир, и человек, который, ну, как бы в чем еще прекрасен вот караимский подход к Торе, даже люди, которые могут быть, ну, в силу каких-то причин изолированные друг от друга оказались, да, они все равно к одинаковым выводам, потому что главный караимский принцип — это тщательно ищите в Торе, не опирайтесь на чужое мнение. Это то, что вот Анан бен Давид сказал. Это вот то, что сейчас говорят in my humble opinion. Вот он так заканчивал свои проповеди. Это вот in my humble opinion, а вы можете быть другого мнения, и это все нормально. Поэтому караим — это даже не религия, это, можно сказать, антирелигия, потому что с таким подходом создать, ну что такое религия, да, это помимо священных писаний, это еще и куча догматов, куча трактовок, которые канонизированные, которые обязательны для исполнения. А у караимов-то этого нет. У караимов принцип тщательно ищите в Торе, не опирайтесь на чужое мнение. Скажите, пожалуйста, что произошло с теми караимами в Крыму, которые не приняли российскую оккупацию? Они переехали на некую территорию, они ушли в какой-то там, может быть, как это называется, внутреннюю миграцию, да, в такое ментальное подполье. Они, может быть, репатриировались, прошу прощения, в Израиль. Что с этими людьми случилось? Ну, у нас есть и те, и другие, и третьи, ну, потому что вот есть те, кто не был, как говорится, согласен с установившимися порядками. И одна семья, например, в Харьков переехала, да, вот другая семья в Израиль переехала, даже, ну, не одна семья, там много на самом деле. Вот, но большинство осталось, потому что, опять-таки, хорошо сказать, что, ну, как бы, точнее, легко сказать, да мы никак не знаем, не дай бог бы у нас в 2014 году то же самое, мы не знаем, как бы мы, куда бы мы поехали, не поехали и так далее. То есть тут предки, тут родственники, тут пожилые члены семьи и так далее, и так далее. То есть нельзя просто так взять, сорваться и как перекати поле куда-то там. Большинство осталось на месте, поэтому тут без вариантов. Потому что есть кинасы, есть общины, есть необходимость выживать. Есть историческая родина, которая, в общем-то, одна, поэтому тут без вариантов. Сколько сейчас на свободной территории Украины находится караимов? Сколько караимов живет постоянно сейчас на материковой части Украины? Трудно подсчитать, потому что перепись населения была у нас в 2001 году, и с тех пор, по сути дела, не было. Тогда в Харькове, например, было 50 караимов по той переписи 2001 года. Но, очевидно, сейчас этнических караимов стало все-таки меньше, потому что ассимиляция, эмиграция, естественная убыль и так далее, и так далее. Вот. Сколько этнических караимов в Харькове сейчас живет, трудно сказать. Вот. У нас есть выходцы, ну не только, то есть у нас община демократичная, к нам можно прийти, если человек интересуется Торой, и можно прийти, собственно, изучать Тору и, собственно, стать членом общины, поэтому у нас есть и караимы, которые не являются караимами по национальности, а являются караимами по религии, это практикуется, это вполне нормально для караимов Восточной Европы, ну, я думаю, не только Восточной Европы, потому что в США те же процессы мы видим, там две караимские общины, насколько мне известно, есть, и там даже руководство и активные прихожане и так далее, вот люди, которые там афроамериканцы есть, и, то есть люди, которые приходят к этой вере, также и у нас, также и в Крыму в самом, в Феодосии, вот, например, и в Симферополе, то есть люди, которые приходят. И это очень хорошо, это значит, что эту песню не задушишь, не убьешь, караимы будут жить в любом случае, хотя бы как конфессия. Сложно стать караимом тому, кто не рожден караимом? Нет, ну смотрите, тут что значит сложно стать, ну, человек должен, ну,
жить по Торе, да, вот что значит жить по Торе, это, ну, нельзя сказать, там, проснуться, я там решил стать караимом, да, нужно соблюдать, знать, во-первых, религию, соблюдать предписания Торы, знать, собственно говоря, что от тебя Бог хочет и что тебе говорит в Торе, словами Торы, ну и жить по этому. А дальше уже мы смотрим, если человек, да, то почему у нас есть люди, которые приходят, да. Много людей приходят на вот каждую субботу сюда в Кинасу на богослужение? Мы сейчас онлайн проводим в связи с карантином, пандемией. Ну, опять-таки, сейчас новая волна грядет. Мы уже думали начать собираться, но просто у нас есть люди из пригорода приезжают. И, ну, что такое пригородный автобус? Это, что называется, отдельный трэш. Да, вот это вот там лучше не ездить лишний раз. Когда даже в самый разгар от красной зоны люди без масок ездили, там как сельди в бочку набивались и так далее. Мы просто не хотели рисковать здоровьем людей, не хотим рисковать. Поэтому сейчас мы онлайн проводим изучения Торы. Но как только станет возможным, мы будем опять собираться. Если там опять очередная волна нас не накроет, то даст Бог с Рош ха-Шана, от осенних праздников будем собираться. Каким-то образом власти на уровне ли государства, на уровне ли города, на уровне ли области, не знаю, какие еще могут быть уровни, района, самые-самые разные уровни, каким-нибудь образом власти, украинские власти самых разных рангов помогают, участвуют в жизни караимской общины, помогают ли там с ремонтом, с получением каких-то необходимых документов для продолжения работы и Кинасы, и общины в целом? Да, с властями мы находим общий язык, и в общем-то, мы в хороших отношениях с городскими властями, они знают о наших проблемах, помогают их решать при необходимости. Вот, и сейчас вот принят закон о коренных народах Крыма, ну, пока еще не знаю, что это на практике означает, ну, будем следить за развитием событий. Сколько кинас сейчас находится в распоряжении у караимов? Насколько я знаю, здесь тоже была какая-то, ну, то есть Советский Союз, советская власть еще до Советского Союза отобрала это помещение у караимов Харькова, придумала здесь клуб «Воинствующий безбожник», и дальше пошло. Потом потихонечку начался процесс возвращения отобранной собственности. Сколько сейчас кинас вернули караимам и в каком они состоянии находятся? Первую кинасу, которую вернули караимам, это была кинаса в Евпатории, ее в 90-е годы еще вернули. И ее, значит, там две кинасы, да, малая и большая, рядышком они стоят. И вот малую кинасу, там сначала меценат начал караимский, один из эмигрантов, да, вот жил во Франции, он деньги давал, частично государство давало. Большую кинасу полностью, насколько я знаю, украинское государство. В 2005 году она была открыта, там служба, там, так как она выглядела, это, ну, я не знаю, там легче было снести и все по новой построить, потому что, ну, реально это руины были, просто руины. Я смотрю на фотографии от 90-х годов, там эти капители колонн, расколотые надвое, лежат на полу, и она была в ужасном состоянии, и государство помогло ее восстановить. Вот, кстати, одна из причин, наверное, по которой, ну, помимо политического аспекта, по которому караимов признали коренным народом, раньше была автономная республика Крым, которая вот финансировала, вот у нас есть и книги, стоят на полочке, которые издавались при поддержке автономной республики Крым до 2014 года. И теперь, собственно говоря, это окно как закрылось, да, возможностей, нужно на общеукраинском уровне эту проблему решать. Дальше кинасу в Симферополе уже подготовили к передаче к 2014 году. Оттуда выехал радиокомитет. Ну, то есть осталась только формальность, их уже оккупационные вот власти сделали. То есть ключи передали общине. Вот, ну, как бы последний шаг, который вот напрашивался, он был сделан, если бы ситуация по-другому стала там развиваться. Вот, в Феодосии есть община, но нет кинасы. Там, значит, они собираются в помещении приспособленном. Там в советское время кинаса погибла в годы войны, там сброшена была бомба, на нее попала. Вот, после этого уже не восстанавливалась, хотя там очень древняя, одна из самых древних кинас была вот на горе Митридат. И очень жаль, что она не сохранилась. Про нее Всеволод Рождественский даже стихи слагал, вот в 20-е годы есть, попала она, да, поэту, так сказать, на перо. Вот. И у нас за пределами Крыма только в Харькове вернули караимам в 2006 году кинасу.
вы правильно сказали, что здесь был в 29 году сначала клуб «Воинствующий безбожник». Мы им, кстати, благодарны за то, что они сделали несколько фотографий, и они в журнале «Безвирны», который выходил в Харькове, опубликовали, как снаружи и изнутри выглядело это здание. И мы можем с помощью теперь этих фотографий удалось понять, какой был облик до того, как большевики добрались. Да, у нас фотография, первая фотография, сохранившаяся Харьковской кинасы, относится к 1902 году, это путеводитель Гусева по Харькову, и вот там вот есть эта фотография. Ну а вторая, это вот 20-е годы, уже вот этот журнал «Безвирны», который сфотографировали еще изнутри. И, правда, часть вот эта вот южную, самая интересная, как Гехал, вот Аарон а-Кодеш выглядел, этого нет, они там вот женский балкон сфотографировали, а Аарон а-Кодеш был уже разобран. Ну вот этот Гехал, это, светским языком говоря, это шкаф, где свитки Торы содержались. Вот, и видно, что уже в разобранном таком состоянии лежит. Вот, но тем не менее они фотографию эту сделали. Вот, дальше здесь был техникум автотранспорта и автотранспортная организация, и уже вот от них передали в 2006 году караимской общине. Ну, конечно, разные вопросы приходится решать. У караимов нет какой-то огромной диаспоры во всем мире, чтобы могли там, пока сами себе помогаем. Сами себе помогаете, то есть, я так понимаю, какого-то деятельного участия в реставрации отдали, за это спасибо, а деятельное участие в реставрации власти не принимают, потому что не в самом лучшем состоянии Кинаса находится, честно. Опять-таки, это есть, на то есть разные причины, там некоторые юридические вопросы необходимо решить, но в целом, я думаю, что они даже нам говорили, что мы вам поможем с реставрацией, но некоторые вопросы нужно решить одним словом. Как отношения с крымскими татарами, с общиной, с диаспорой, которая живет в Харькове? Да вот, к сожалению, в Харькове практически нету крымско-татарской диаспоры, ведь у нас жили в основном, у нас есть просто татарская диаспора в Харькове. Вот, и она тоже где-то с середины 19 века существует. И у нас вот где мечеть на Ярославской улице, вокруг селились татары, волжские татары. А крымских татар у нас исторически как-то не сложилось, и после 2014 года тоже не сложилось, потому что они все-таки ехали не в пограничные районы, а Винница, Киев, Львов там и другие регионы Украины, которые от греха подальше находятся. Вот. И в Харькове в основном студенты крымско-татарские, вот кто есть, да, вот, то есть те, кто учатся в харьковских вузах, поскольку Харьков это город вузов, город труда, науки и культуры, здесь много студентов, в том числе и крымские татары. Вот. У нас была идея такая с некоторыми из этих людей, значит, после 2014 года основать землячество коренных народов Крыма. Вот. Ну, мы вот когда день флага крымско-татарского, день Сюргюн, вот от депортации, да, выходили, и на площадь, и нас и на телевидение приглашали. Мы там, с просветительской, понятно, что это не политическая акция. Нас приглашали на Майдан Свободы, чтобы или экскурсию провести, или рассказать об истории Крыма, или, в таком плане. Вот, то есть, и крымские татары тоже участвовали. Но опять-таки рядом стоит вот этот украинский флаг, и людям потом в Крым возвращаться, где их родители живут. То есть понимаете ситуацию, да, почему не сложилось крымско-татарское землячество здесь? Потому что любой праздник, там, где они мелькнут там, под сине-желтым флагом, они будут иметь проблемы. С оккупационной властью. Да. То есть, по большому счету, караимы – это такой вход украинцев в Крым. Вы здесь лицо Крыма в Харькове. Получается, вход что харьковчан, я прошу прощения. Получается, что так. У нас даже были неизвестные одна семья, смешанная крымско-крымчакская, вот третий коренной народ, да, вот Крыма, самый маленький, к сожалению, вот крымчаки, и другая семья Мизрахи. Я даже общался как-то с ее представителями, очень интересные люди. И они мне говорили, что один из них говорил, что они потомки вот знаменитого вот этого раввина Хискиягу Медини, который в 19 веке, я не знаю, если сравнивать с украинской ситуацией, как Петро Могила, да, вот для украинской церкви, да, вот также вот Хискиягу Медини для вот небольшой этой крымчакской общины, знаменитейший человек был. Вот, и у нас в Харькове жили и живут, наверное, его потомки. Давно с ними не общался, надо будет попытаться найти опять. Спасибо вам большое, Александр. Благодарю вас за очень содержательный разговор. Спасибо вам.